Сегодня в Международный день белой трости поздравления и подарки Коми-организация Всероссийского общества слепых принимала в новом здании. Этот момент здесь ждали давно. Старое строение только в части отопления обходилось от 100 до 270 тысяч рублей. К словам поздравления глава Коми вручил председателю регионального отделения Александру Верховоду денежный сертификат на приобретение реабилитационного оборудования. Елена Кононова оценила новые условия. О таком роскошном особняке со своим земельным участком Коми-организация общества слепых и не мечтала. Есть где разгуляться. За домом, например, планируют разбить огород, где незрячие смогут заниматься садоводством. В самом здании задействован каждый кабинет. Просторной кухне с безопасной электрической плитой, на кружке по кулинарии будут учить самостоятельно готовить. В актовом зале читать и писать по азбуке Луи Брайля. В этом классе специалист по компьютерной грамотности Александр Забоев тоже ждет своих учеников. Сейчас новые технологии, смартфоны, и чтобы уметь это сделать, говорящую книгу туда записать, у нас есть специальный специалист, который научит и компьютером пользоваться, и смартфонами. Желающих много? Да, и даже бабушки. Есть и спортивный зал, правда небольшой, но вполне вмещает и тренажерное оборудование, и стол для тенниса. Это шоу-даун для незрячих спортсменов. Азартной игрой в обществе слепых увлекается давно. Ребята участвуют и в республиканских, и всероссийских соревнованиях. 25 октября, например, 4 воркутинца должны ехать в Московскую область. В отличие от так называемого пинг-понга, значит, там через сетку, здесь, значит, центральный бортик, шарик должен быть кататься под ним. Понятно. Задача спортсмена – защитить свои ворота и забить в ворота другого. Старое здание, где Коми-организация располагалась много лет, как гиря висела на ноге, говорит председатель Александр Верховод. Производство, где работали незрячие, закрылось. Поэтому содержать помещение стало сложно. В декабре прошлого года Центральное правление Всероссийского общества слепых приняло решение о продаже строения. Вместо него приобрели вот этот дом. Уютный и вполне вместительный, с автономным газовым отоплением. Первый шаг к мечте – создать свою реабилитацию для незрячих уже сделан. К слову, по России таких центров лишь 4. Путевки туда ждут годами. Часть сотрудников уже проходят обучение в педколледже. Получив специальность педагогов коррекционной педагогики, я планирую их направить на обучение еще в Центре реабилитации для получения специализированного образования именно по социальной реабилитации. И имея двойное образование, такой как бы слоеный пирог из педагогического и социально-реабилитационного образования, они будут полномасштабными специалистами нашего центра. Осталось добиться статуса Центра реабилитации, чтобы получать финансирование от республиканского бюджета. С этим вопросом уже обратились и в Госсовет, и в правительство Коми. Но для этого надо еще доказать, что общество слепых действительно готово помочь незрячему человеку освоиться в жизни. Это главное, как подчеркнул глава республики в своем поздравлении. Самое главное, потому что человек не должен остаться один на один со своим недугом, он должен быть обучен, он должен быть реабилитирован, и он должен точно знать, что он нужен. Нужен семье, нужен обществу и имеет потенциал для своего развития. Очень важно, что эта работа должна заканчиваться трудоустройством и получением образования. Впрочем, сегодня в организации с головой ушли приятные хлопоты. Уже подумывают о создании комнаты психологической разгрузки, кружка по ориентированию. А еще надо на крыльце установить пандус, электрический подъемник для колясочников, сделать перила вдоль тротуара. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.